Испытано на себе. В связи с непростой эпидобстановкой в нашей республике, республиканский Минздрав организовал единый номер диспетчерской службы 122. Каждый день поступает более 10 тысяч звонков от якутян в день. Сегодня в рамках программы «Испытано на себе» я попробую себя в роли диспетчера единого номера. Но прежде чем мы приступим и начнем отвечать на звонки, мне необходимо пройти инструктаж. Штаб единой диспетчерской службы работает в 3 смены. Первая смена работает с 8 утра до 14:00, потом вторая смена с 14:00 до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра работает третья смена. Каждый оператор располагается в таком кабинете. Все необходимое оснащение у него есть. Для того, чтобы обеспечить его работу, у него есть специальные наушники, микрофон для того, чтобы принимать звонки. Также необходимые скрипты. Скрипты – это стандартный текст, по которым принимаются звонки. Многие здесь ребята – это волонтеры, либо студенты-медики. А мое рабочее место будет располагаться здесь, и сегодня я попробую себя в роли диспетчера. Для контроля качества всех диспетчеров есть определенная таблица. Если мы на нее посмотрим, то на сегодняшнее время у нас сейчас вторая половина дня, то есть вторая группа приступает сейчас именно к смене. С 8 утра уже было принято 918 звонков, 919. 25 диспетчеров сейчас находятся на линии, из них в ожидании звонка 14 человек, разговаривают 9 и на паузе 2 человека. То есть это те люди, которые сейчас прервались на какую-то паузу пообедать. Среднее время ожидания приема звонка – это 6 секунд, а среднее время разговора – 4 минуты 31 секунда. Так, пауза пока стоит. Я тебе покажу. На, обработай. Ага. На сегодня это мое рабочее место. Прежде чем я приступлю к работе, это, конечно же, обработка стола спиртовыми дезинфицирующими салфетками. Здравствуйте, оператор 122. Чем могу помочь? При оформлении вызова нужно обязательно, был ли сдан ПЦР, или они только хотят сдать анализ. Ну, температура, естественно, сколько дней болеет, контакт был или нет. Малолетний ребенок до года обязательно вызов любой берем. Дети до года это вообще безоговорочно оформляется вызов сразу. Также люди старше 60 лет, потому что это возрастное ограничение. Хотите попробовать? Давайте попробуем. Я буду подсказывать. Ой. Если спрашивайте, Если что. честно, я волнуюсь. Теперь ждем звонка. Звонку будем ждать долго. Хорошо. Потому что так, ходящий, вот один я все желаю. Так, ну потому что в ожидании много людей. Очень много в ожидании, поэтому пока до вас дойдет очередь, вы будете ждать. Вообще, сколько человек работает в смену? Так, ну сейчас у нас где-то человек 40, да, обычно? 40-45. 40-45 человек. Это вот за смену работает. Да. А наибольшее количество звонков когда Утром? С утра. Начиная в ночную смену это где-то с 6 до 8. В утреннюю смену это примерно с 8 до 12. Вот, наверное, люди как привыкли, как поликлиника открываются и начинают так звонить. вот. Ну, дневную смену, которые приходят с 2, они уже как-то более в спокойном режиме работают.
Ну, в принципе, одно дело сидеть на линии, принимать звонки, расспрашивать людей об их симптомах. А что самое сложное в этой работе? Сложно психологически. Сейчас люди дожидаются день в день врача. Ну, бывает иногда, что на следующий день врач приходит. Если у него, допустим, за смену там было 50-70 вызовов, он иногда не успевает, естественно. Это Один врач, 50-70 да, вызовов? бывает такое. Потому что врачей мало, в клиниках очень мало врачей. Мы это понимаем, конечно же, прекрасно, но наш функционал только в том, чтобы передать вызов в поликлинику. Сейчас отменили Ой, берем трубочку. здравствуйте, оператор 122. Чем могу вам помочь? Угу. Тест положительный. Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь еще у вас есть жалобы? Температура? Угу. В поликлинику уже обращались? Угу. Давайте сейчас оформим вызов врача. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию, имя и отчество. Ага. Ваш вызов на дом сохранен. Ожидайте врача. Да, сегодня. Ожидайте. Всего доброго, до свидания. Все правильно. Все правильно я сделал? Все правильно. О, боже мой, прям... Все правильно. Я не знаю, я прям сама почувствовала и головокружение, и боль в горле, и повышение температуры. Ой. Ну, все, вот. Все, боевое крещение прошла? Да, вызов передан в поликлинику. А если звонит, по себе знаю, все мы были молодыми родителями, когда паника больше, чем сама ситуация возникающая. Матери тоже ведь, наверное, звонят. Есть у нас здесь врач, который ходит, да. Если, допустим, мамочка переживает, что пока приедет врач, что мне делать в этом случае? Мы можем подозвать врача, и она уже консультацию проведет. Пока вы ждете врача, вы можете принять то-то, то-то, то-то. Поэтому как бы... Сами не советуем, Нет, только специалист. Оператор не имеет права давать никаких советов, только рекомендательного характера, типа обильное питье. Все. Здравствуйте, единая диспетчерская служба, номер 122. Чем я могу вам помочь? Угу. Хорошо. Так, одну минуточку. Тебя будет 10 месяцев положительный ковид-анализ. Врачи приходили, да, мы забрали. Когда к ним должен подойти врач? Прекрасно. Вообще уже должен, но когда он положительный пришел. Ты спрашивал сегодня? Да, все по этому адресу подойдет. Да, конечно. Всего доброго. За час работы мне удалось обслужить 2 звонка. В принципе, это очень хороший показатель в плане того, что на сегодняшний момент сейчас в смене работает 42 человека, 30 из них в ожидании звонков и 10 уже разговаривает. Это хороший показатель в плане того, что, во-первых, не так много обращений, а значит, люди чувствуют себя гораздо лучше. Это был мой первый опыт работы на горячей линии. Пока еще сложно оценить, смогла бы я полностью посвятить себя этому, смогла бы я постоянно разговаривать с людьми, у которых те или иные жалобы, особенно касаемо своего здоровья. Но я думаю, это как минимум будет мне полезно. Друзья, в общем, не болейте и будьте здоровы. Испытано на себе. Многие жалуются, что до 2 дней приходилось ожидать анализов. С чем это было связано? Ну, это было, конечно, связано с тем, что новая коронавирусная инфекция, как бы это было новый вид исследования. Так же, как врачи-клиницисты, которые учились лечить новую коронавирусную инфекцию, также мы учились проводить новые исследования.
В кратчайшие сроки в нашей лаборатории был проведен ремонт, было получено санэпидзаключение, мы получили допуск для работы, для проведения исследований на новую коронавирусную инфекцию, был переработан весь IT-процесс, и также были созданы четкие алгоритмы действия. Но вначале, конечно, исследования шли немного медленно, но впоследствии наше руководство обновило парк оборудования нам приобрели 2 амплификатора и автоматическую тест-систему, которая ускорила процесс выделения именно вируса. Да, действительно, как бы вначале люди ждали своих результатов более долго, но в настоящее время результаты анализов мы выдаем в тот же день, когда биоматериал поступает к нам в лабораторию. Наша лаборатория в связи с большим потоком была переведена практически в круглосуточный режим работы. Сотрудники были разбиты на несколько бригад, работали бригадным способом, сменяли друг друга сменами. Старались максимально в кратчайшие сроки выдать результаты, но поступление биоматериала в день составляло более 2000 проб. Как бы мы вот делали все возможное, чтобы все вот эти 2000 проб были сделаны в тот же день. На данный момент вообще нам пришлось пройти через множество трудных процессов, но это мы все преодолели, и сейчас в настоящее время сроки ожидания уменьшились. Пробы мы в настоящее время делаем в тот же день, когда пробы к нам поступают. Но поток, вот на сегодняшний день поток, конечно, уже пациентов уменьшился. Но когда были большие вспышки, к нам было материала поступало более 2000 проб в день. Поэтому как бы были небольшие задержки. А вот еще такое, смотрите, наверное, самое, что беспокоит многих граждан. Гарантия того, что вот врач приехал к тебе домой, но у него было 10 вызовов. И 10 раз он брал анализы ПЦР. Гарантия того, что ты результат своих анализов получил, она не перепуталась? На заборе инфекционной бригады они маркировали пробы, то есть пробы были все пронумерованы, промаркированы согласно всем требованиям Роспотребнадзора. На пробирке четко, ясно врач или медсестра, которая делала забор, написала фамилию, имя, отчество с инициалами, полностью с датой рождения. Также это было на направлении, то есть направление соответствует пробирке. Когда биоматериал поступал к нам в лабораторию, сотрудники, принимавшие биоматериал, они в первую очередь проводили сортировку. То есть они смотрели соответствие даты рождения и фамилии, имя, отчество на направлении и соответствие на пробирке. Время доставки, сроки доставки, все это смотрелось. Если все соответствовало, мы пробу пускали в работу. Если что-то как бы было что-то не так, проба шла на выбраковку, к пациенту приезжал доктор еще раз. Но таких ситуаций у нас не было, у нас было все хорошо, все пробы были промаркированы, и все пускалось в работу, все. А были вот такие случаи, когда человек сдал 2 экспресс-теста, они показали положительные, вызвал врача, как положено, участковый врач все равно тоже берет у него забор анализа, анализ отрицательный. Это с чем может быть связано? Такое тоже могло быть, как бы, потому что в зависимости от того, как вирус вел себя в организме человека. Допустим, нужно было в определенные сроки взять тот же тест, тот же экспресс, тот же ПЦР. Возможно, уже либо рано была проба, либо наоборот уже как бы, когда вирус спустился в нижние дыхательные пути, то есть бронхи и в легкие. Вот, в связи с этим мог вирус на поверхности зева и носа дать отрицательный результат. Но чаще такого как бы, редко когда встречалось, в общем-то, но бывало. И все же, чему стоит верить? Экспресс-тесту или все-таки лучше сходить в поликлинику? Тесты, в принципе, они оба хороши. Один плюс в ВИХ-тесте в том плане, что он делается, его можно сделать у постели больного, то есть результат вы получите в течение 30 минут. А ПЦР-тест, он будет готов, будет проводиться в условиях лаборатории и занимает более длительное время. Но он более чувствителен, чем ИХА немножко тест. Вот, поэтому иногда, возможно, бывает, что ИХА дает немножко отрицательный иногда, а ПЦР дает положительный, потому что чувствительность теста гораздо выше. Угу. То есть, в принципе, тот анализ, который берет медсестра или врач, он более достоверен в плане того, что он может на самых-самых ранних стадиях выявить?
Да, заражения? может, да. Но вот в настоящее время, допустим, мы проводили, чтобы пустить на поток ИХ-исследования, мы, допустим, проводили исследования, мы брали у пациентов ИХ-тест делали, и медсестра брала пробу, привозили в нам в лабораторию. В принципе, у нас достоверность была 100% совпадения было, что ИХ положительно, что ПЦР был положительный. Мгм. А мы можем в святая святых заглянуть, узнать, как вообще эти тесты делаются, сколько времени тратится на один тест? Ну, вообще, как бы, ПЦР-исследование, оно не делается единственным, как бы, единственной пробирочкой или как-то. Там весь процесс запускается на 96 исследований. То есть, как бы, раньше, если поначалу мы немножко, как бы, вот из-за чего были задержки, мы проводили вот эти 96 исследований в течение 6 часов, не менее 6 часов, то после приобретения нового оборудования, вот этих автоматических тест-систем, которые выделяют РНК-вирус, наш процесс на 96 исследований сократились до 3-4 часов. А можем посмотреть? Да, конечно. Пойдем, посмотрим. Что, мы должны одеться сейчас? Да. Ух ты! Прямо сейчас, друзья, мы с вами отправимся в лабораторию и узнаем, как же все-таки берут и выявляют результаты ПЦР-анализа. Но перед этим мне необходимо будет надеть СИС, или как средство индивидуальной защиты. Он выглядит следующим образом. Вот такой комбинезон. Пока вы видите его в моих руках, но буквально через пару мгновений вы увидите его на мне. Оставайтесь здесь. Ну вот, друзья, буквально дело 5 минут, и я уже переоделась. На мне то самое СИС, средство индивидуальной защиты. Что я могу сказать? Очень такой модный, стильный наряд. По всем вопросам почитайте в Википедии значение слова «вкус». Прямо сейчас мы, друзья, с вами отправляемся в лабораторию. Нам расскажут и покажут, самое главное, как берутся и выявляются результаты ПЦР, а также ИХ. Ну и по предварительной договоренности есть вероятность, что я даже в прямом эфире перед вами, друзья, сейчас сдам анализ. Так что пойдем. Так, меня зовут Васильева Елизавета Петровна, я биолог в лаборатории. Работаю, сначала, как началась пандемия, ПЦР-лабораторию, можно сказать, открыла. Начали работать, нас 4 человек, нас 2 врачей, еще есть у нас молодая врач, Татаринова Матрена Валентиновна, которая с прошлого года, после окончания ординатуры, начала у нас свою рабочую карьеру. И 2 лаборанта у нас. Оба лаборанта с высшей категорией. Это Латышева Акулина Владимировна сидит. И вторая у нас там Надежда Валентиновна. 2 лаборанта. Рабочий день начинается с приема проб. И идет пробоподготовка там. Все снаружи, все нумеруется. И передается через вот окошко. Это у нас красная зона. Вот Акулина Владимировна сидит, раскапывает, пока готовит растворы. Вы знаете, заранее. слово «раскапывать» прям начинает приобретать иной смысл. Вот она готовит растворы, заранее наливает. Так, мы сразу за раз берем 94 пробы и 2 контроля. Ага, вот эта фиолетовая жидкость, это что такое? Вот это с крышкой, да? Это лизирующий раствор. Вот которую разливают, да? Ага, она разливает. Для чего она нужна? Она нужна, чтобы пробы туда наливаем, чтобы они там с магнитными частицами, чтобы вот как ДНК выделить. Она приготовила. Вот достает пробы. Это пробы, которые за сегодняшний день, да? Да, за сегодняшний день. Ага. А в течение какого времени вот эти 96 проб набираются? Ну, они в течение суток. А вообще, как известно, что вот у нас в январе был прям большой такой всплеск именно заражения новой коронавирусной инфекцией.
На сегодняшний день, спустя практически сколько, ну, месяц, да, полтора, сейчас как вообще ситуация? Люди стали меньше болеть или они стали легче переносить? Ну, сейчас болезнь, можно сказать, пошла на спад. Мгм. И положительных тоже уменьшилось количество проб. Мгм. И более успокоились, устаканились, можно сказать. А почему вот эти пробирки, они разных цветов? Какие-то белые, какие-то... Нет, от этого не зависит. Это вообще не зависит, Ага, да? это не зависит. Это производитель какие нальет, такие. Это называется транспортные среды. Ух ты. Ага, транспортные среды специальные. Мгм. Там вот это из носоглотки берут, с ротовой из носоглотки. И вот нам доставляют. Ага. Сейчас будет Акулина Владимировна раскапывать пробы. Ага. Каждая проба капается в отдельную лунку. Их 94 проб и 2 контроля у нас будут. Это получается каждый вот так вот Да. чей-то анализ, Да. производится забор. Ага. То есть, в принципе, сам лаборант, верно же, да? Да. Лаборант, он, если где-то там, может, перчатка порвалась, он как раз-таки рискует своим здоровьем в этот самый Да, момент. у нас двойные перчатки. Мгм. Двойные. После вот как раскапки, она все раскапает, и вторые перчатки она снимет, выбросит, оденет чистые. Меняется перчатки. После. Вот смотрите, транспортные среды, они помечены, Да, там. а вот здесь, где была раскапка, да, ее не помечают. И как тогда определить? Ну, определяем мы по буквам, по рядам, уже знаем. Там 96 проб, например, первый ряд содержит 8. Это первый ряд, да? 8 луночек и идут 96 Самое главное в по этот очереди. момент поднос, да, не развернуть? Ага. Нет, главное не мешать, кто раскапывает, чтобы она спокойно сидела, сама раскапывала. У каждого своя методика, как капать. Все соблюдается. После каждого обрабатывается спиртом. Руки обязательно. После каждой пробы. Сколько времени уходит на это? На раскапку минут 20 уходит. Ага. Ну, для опытного человека. Минут 15-20 она чисто на раскапкой занимается. Но все равно в течение всего времени специалист находится один в этой комнате. Да, один. Он находится один. А кто-нибудь предпочитает там включать в наушниках какую-нибудь такую устрашающую музыку, там, спасение мира, какой-нибудь ядерной химической катастрофы? Ну, мы любим работать в тишине, чтобы никто не мешал. Потому что очень ответственная работа. Не дай бог ошибиться. После этого, как раскапываются все Так, материалы, что будет дальше? После этого, как раскапали, она вот эту планшет положит в окно. Туда открывается оно и сюда ставит. Закрываем. Потом идем в эту комнату. Пойдемте. Еще где? У нас тут стоит автоматический Это что такое интересное? Кинфишер. Кинфишер. Дверь закрой. Автоматическая. Ну, вот, Кинфишер. Кинфишер. Для выделения проб ДНК. Вот это автоматическое. Оно Тут ее он- раскручивает, да? Нет. Тут и специально имеются растворы для него. Для отмывки ДНК. Для отмывки все растворы имеются. Вот, у него растворы содержатся. Смотря от Так набора. они не пустые? Нет, не пустые, они с растворами. Они заранее наливаем. Для промывки. Это для чего необходимо? Для отмывки ДНК. Для выделяем ДНК. Здесь идет выделение ДНК. Чтобы как раз-таки вот эту Выделить, дезоксирибонуклеиновую да. кислоту ее Да, выделить, да. да, и именно по ней считать наличие вируса.
промывка первая, вторая и элюирующий раствор. То есть их несколько штук, Да, да? 3 штуки. Аппарат выделяет очень быстро ДНК. В течение 30 минут, смотря от реагентов. Ну, смотря от какими реагентами мы работаем. От этого зависит. Есть реагенты, которые в течение 20 минут выделяют, а есть, в нашем случае, 30 минут. А как он показывает? Он здесь на табло высвечивается? Да, мы выбираем программу, например. Это у нас программа. Вот все. И то, что он просит по экрану, и мы ставим вот сюда. Потом по окончанию, как он закончит, в течение вот 30 минут выделим. Вот уже выделенную ДНК мы уже ставим, передаем через окно, вот сюда ставим. И там врач уже раскапывает, идет в ГРС. Там как, дальше происходит исследование? Или Да. там на глаз они там смотрят? Нет, там полностью идет раскапка в ГРС специальные, леофилизирующие. Это уже обратная транскрипция пойдет и ставится в аппарат амплификатор. Всё, и в течение 2 часов, ну, по истечении 2 часов уже будем знать. Получается, Результат мазок, получим. взятый у пациента, он проходит не самый такой быстрый путь. Это по времени сколько занимает? Так, по времени он занимает, 3 часа, можно Вот с момента, сказать. как взяли его, и уже готов результат. 3 часа. А в какой момент он самый опасный, распространяемый? На начальной стадии или на финальной? Нет, вот самый опасный вон. Самое опасное Ага, это вот этот первый момент, да? первый момент. Именно сортировки Ага, вот этой. сортировка и вот до конца. Да. А там уже по окончании амплификации, там уже все, ДНК выделяется, там градусы до 100 доходят, и он уже не опасный оттуда выходит с аппарата, с чистой зоны. Поэтому называется чистая зона. Вот это грязная зона. Передаю все, и идет передача через окно. Никто не носит вот так результат. Вот эти пробы. В кармане никто не Нет. может, да, вот это отнести. А вот еще такой вопрос. Давайте мы тогда не будем мешать, отсюда выйдем. И еще такой вопрос в плане транспортировки. После того, как у пациента взяли мазок, все равно же специалист как-то в своей спецсумке это возит, каким-нибудь под действием температур. Не изменяется ли вирус там, когда жаркий день, когда холодный день? Специальные вот имеются охладители, которые и сумки, термосумки специальные, они в этом термосумке и перевозят результат. То есть сумка, которая есть Пробы. у медсестры, у терапевта, это как бы мини-лаборатория уже, да? Да. Хорошо. И такой вопрос, просто действительно, недавно я сдавала также анализ, и у меня взяли мазок. Но после того, как медсестра покинула мою квартиру, я увидела, что у меня 2 результата лежат. Я очень испугалась их взять в руки, я так и не поняла. Она мне дополнительно их положила на всякий случай. Потом прийти еще раз взять анализы. Или она их забыла, или она мне чьё-то подкинула. Не знаю. Обычно у каждого пациента пробирка подписывается, и что взяли, то с собой берут, они обратно. В лаборатории уже поступает весь маркированная проба поступает. С фамилией, имя, отчество полностью написанное. Дата рождения. Дата рождения, да? Ну хорошо, давайте, друзья, тогда не будем мешать, потому что мне пообещали, что я тоже сейчас сдам анализ. Так что пойдемте. После того, как лаборант тут все закончил, идет все полностью обработка. Здесь средство полностью все опрыскивается. И оно стоит в течение часа. Только после этого заходит санитарка и промывает все чистой водой. Это все опрыскивается без хорошо. растворов. А выходим мы через эту дверь. Тут все, мы полностью раздеваемся. Выделенную ДНК мы берем с окна, ставится под ламинарный шкаф
И идет раскапывание. Тоже. А здесь чем капают? Тоже все наконечниками. Все специальные вот ГРСки, готовая реакционная смесь. Вот в эти, вот сюда и капаем выделенную РНК. Для выделения РНК для коронавируса. Все. И ставится в амплификатор потом. А что это такое? Вот эти Как называется амплификатор? амплификатор SPX96 для выделения РНК вируса идет. Она открывается, да? Ага, он открывается вот так. Программа задается заранее. И вот. Тут помещается 96. 94 пробы и 2 контроля идет обязательно с ними. Отрицательный и положительный. Конечно, поставить. И задается программа. А здесь какое время она проводит? Час 45 минут. Час 45, и после этого уже результат, да? Потом результат. Все? Все. Спасибо вам большое. Действительно, это было очень интересно. И если вы, друзья, поняли, как вообще это все проходит, основная мысль была такая, друзья, что после того, как у вас взяли анализы, в течение суток ждать результата – это нормально. Просто, во-первых, тут есть сопутствующие факторы. Во-первых, терапевт или лаборант, который, медсестра, вас посещает, берет у вас анализы. Кроме вас, у нее еще несколько вызовов, пока она их всех объедет. После этого она предоставляет биоматериалы в лабораторию. А в лаборатории это тоже не быстрый процесс и занимает от 3,5 до 4 часов. Так что, друзья, имейте терпение и обязательно ждите своего результата. Ну и, конечно же, соблюдайте правила безопасности. Если у вас есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией, постарайтесь в течение суток воздержаться от контактов. И лучше проведите этот день в изоляции. Испытано на себе. Это что такое? Это результат на английском языке для выезжающих за границу с QR-кодами. QR-код подтверждает подлинность нашего результата. То есть это ускоряет процесс людям, выезжающим за границу, чтобы не сдавать в Москве, если не стыковочное количество соответствует и сроки 48-72 часа, как положено, люди могут дать у нас на месте, получить результат на английском языке. И предоставить уже при выезде, да? Да, и предоставить результат уже в той стране, куда им нужно. И сколько в течение дня вот таких вот нажатий клавиш требуется? Сколько проб поступает, столько нажатия клавиш и проводится. 2000 проб, 2000 проб вносится, регистрируется. 500 проб, 500 проб, одна проба. Это, наверное, к вечеру уже мозоли на пальцах, да? Вот. Может мы покажем международное... Показать? Да, давайте. А было такое, что вы сидите, забиваете номер телефона, такой: о, знакомый мой одноклассник, Конечно. не виделись 100 лет. Конечно. А, заболела, как тебе надо. Аня, распечатай кого-нибудь международное. Можешь меня распечатать? Распечатать в двух экземплярах, на русском и на английском. Покажем, что QR-код есть и на русском языке, и на английском, в принципе. Надо? Да, давайте. А с вот этим, при наличии этого QR-кода все-таки бумажный носитель нужен? Или можно как-то сделать, ну вот, сейчас в телефоны можно прикреплять как карту? Это уже зависит от страны, куда летят граждане наши. Потому что некоторые страны принимают только бумажный вариант, а некоторые страны принимают и даже с госуслуг можно показать. Сейчас же все, помимо СМС-рассылки, все результаты уходят в госуслуги. Вот, допустим, результат. Вот на русском языке наш результат содержит QR-код, который при считывании доказывает достоверность наших результатов. То есть вся информация заложена о пациенте здесь и здесь получается. А это результат на английском языке международного образца, так как наша лаборатория является аккредитованной для этого результата. Это для граждан, выезжающих за границу
чтобы, если у них стыковочные рейсы соответствуют, 48-72 часа позволяет, человек может прекрасно сдать у нас утром анализ, к обеду он его получает уже, и мы тут составляем все необходимые печати, и человек летит в страну, куда нужно, с таким результатом. Самое чувство, когда быть в негативе, это очень даже приятно. Ну вот, в принципе, все. Испытано на себе. Ну что, друзья, вот и пришел момент истины, так сказать. Я сейчас на ваших глазах сдам результаты анализов. Александра Павловна сейчас мне в этом поможет. Ну, давайте, ничего, мне там кровь не будет нигде брать, там палец Нет, пробивать? только из носика. А, все, хорошо. Кроме ПЦР-тестирования, в нашем медицинском центре мы используем еще ИХ-экспресс-тест на выявление ковид. В наборе у нас есть зонд. Это вот та самая ватная палочка? Да, волшебная палочка, которая Ага. из носа Можно берете показать? материал. Вот, это зонд. Друзья, это зонд. Вот это вот ватная палочка. Ее необходимо аккуратно вскрыть. Да. Буфер, Буфер для чего? реагент, который размешивается с материалом. Это вот то, что внутри налито, да? Да. Там надо как-то его постучать, чтобы пузырьки оттуда Не надо. отошли. И вот сама кассета тест. Она чем-то пропитана или она просто для Нет, удобства? Она пока просто для удобства у нас. Да, сухая химия у нас. А что значит, что эти буквы? Букву «С» это сюда мы наливаем. Наливаем реактив с этим, с материалом. И тут у нас S, это если полоска одна выходит, только S, это у нас отрицательно. А если на S и T, это уже Младший положительно. лейтенант. Да, контроль у нас. Да. И пипеточка. Ага. Сейчас все увидите. Как правильно это делать? Потому что иногда бывает такое, что граждане сами покупают экспресс-тесты, а они либо неправильно сдаются, либо недостоверные. Это нужно, во-первых, сделать стерильно, чтобы были стерильные перчатки, все было вокруг чисто. И, конечно, следовать строго по инструкции набора. И все. Хорошо. Давайте приступим. Так, сперва возьмем у вас материал из носа. Пипеточка, пипеточку сюда. Так, открываем буфер. Мне в ваш носик. И с одной стороны обязательно тоже. Все, молодец, молодец. Щекотно. Смешиваем. Ой, как чихну сейчас. Все. После того, как с помощью зонда мы взяли мазок из обеих ноздрей. Так, мы это помещаем в буфер. И что мы там его перемешиваем? Перемешиваем. Это очень быстро все. Берем капельки. Достаточно 2-3 капелек. И сюда наливаем. Ну что, друзья, сейчас мы все узнаем. И ждем. Результат в течение 15-20 минут. Боже, это так волнительно. Ой. О, все, она, по-моему, остановилась нарисовать мне одну палочку, да? Вы здоровы. Поздравляю. Супер, спасибо. Никогда не думала, что я буду так радоваться. Не, я, конечно, была в себе уверена, но... Одну палочку увидеть – это радость, счастье, да? Да, особенно, когда ты еще и мать двоих детей, и одна палочка – это всегда хорошо. Друзья, ну, в общем, я завершаю эту программу с очень хорошими новостями. Будьте здоровы, не болейте, берегите себя, родных и близких. Ну и, конечно же, помните, что самые главные герои в наше непростое время – это, конечно же, доктора. Это герои в белых халатах.
Испытано на себе.